заседании учителей информатики мы с вами рассмотрим такой важный вопрос, как цифровая грамотность обучающихся, педагогических работников, родителей. Вопрос, который ставит перед нами, эти задачи ставит перед нами федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. Коллеги, прошу в чате откликнуться, кому видна презентация, видно видео, можно поставить 2 плюсика. И слышно меня. Тогда 3 плюсика можно поставить. Слышно, видно и видна справа презентация. Отлично. Ну, тогда мы начнем реализовывать нашу программу. Надеюсь, у всех отличное настроение. Да? У кого отличное настроение, можете поставить цифру 5 в чате. Циферка 5 в чате. Отлично. Побежали у нас пятерочки. У кого не очень хорошее настроение, вы вспомните о том, что сегодня у нас среда, 23 число, и осталось буквально 3 дня до конца учебной четверти. Может быть, у вас поднимется настроение и желание поставить тоже циферку 5. У нас в студии есть выступающие, у них тоже отличное настроение, и они сегодня поделятся с вами опытом по вопросу цифровой грамотности, по формированию цифровой грамотности обучающихся, родителей, педагогических работников. Мы переходим к первому вопросу. У вас слайд, на нем тема обозначена. Я приглашаю Сергея Геннадьевича, учителя Климова Сергея Геннадьевича, учителя информатики СОЖ номер 9 города Печоры. Значит, вот у нас такое интерактивное включение будет. Передаю слово Печоре. Сергей Геннадьевич. Я всех приветствую, надеюсь, всех слышно, то, что я говорю. Прежде чем рассказывать о цифровой грамотности, необходимо немножко определиться с тем, что это такое. Цифровая грамотность как инструмент информационной деятельности вышла за рамки умения только использовать компьютер в повседневной жизни. Стала рассматриваться в ряду понятий, связанных с технологической грамотностью. Компьютерной и ИКТ-грамотностью. Цифровая грамотность служит катализатором развития, потому что содействует самообразованию, приобретению других важных жизненных навыков гражданина информационного общества, потребителя электронных услуг. Цифровая грамотность своего рода, если ее попытаться определить, является понятие пользовательское, включает в себя специальные технические навыки в области компьютеров. Выделить можно из этого информационную грамотность. Это непосредственно умение формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать информацию. В каком бы виде она ни была представлена, в этом определении есть 2 очень важных момента. Первый – умение формулировать информационную потребность на языке современных педагогических методик или, скажем, в рамках собственной потребности. Это называется определением границ знания и незнания. Это еще не формулировка запроса, а лишь понимание того, что именно на этом этапе необходима новая информация. Далее возникает развитие умения интерпретировать эту информацию, не просто законспектировать, усвоить материал, а сделать из него свои выводы, внятно сформулировать смысловые итоги поиска и представить их в виде нового информационного продукта, что мы часто требуем от учащихся, и это требуется непосредственно от педагога и вообще любого пользователя, кто пытается что-то найти в информационной среде. Можно сказать, что информационная грамотность – это технология учебы прежде всего. Она складывается из нескольких умений. Первое – осознать, что существует личная потребность информации для решения проблемы, выбрать стратегию поиска, ставя значимые вопросы, и найти информацию, соответствующую данной теме. На заре развития интернета даже проводились такие частные соревнования по тому, кто быстрее найдет ту или иную информацию. Сейчас мы стоим на более высоком уже этапе развития, и кроме этого мы должны уже уметь не только найти информацию, надо ее прежде всего правильно оценить
отсортировать, организовать, ну и, естественно, проанализировать. Оценить качество информации, точность, авторитетность и достоверность. Сформировать собственное отношение к этой информации и представить аудитории или самому себе точку зрения, новые знания и понимание для решения проблем. Осознать, что использование навыков информационной грамотности в процессе решения проблем можно распространить на все сферы жизни. Это умение определены понятием информационная грамотность. Поэтому можно взять их в качестве показателей, при этом у каждого из этих показателей можно выделить уровни развития, высокий, средний и низкий. Такого рода типология дает представление о дифференцированном подходе к развитию информационной грамотности. Когда при наличии высоких уровней контактного или креативных показателей, возможно, средний или даже низкий уровень информационно-оценочных показателей. То есть, когда этих показателей 3, то получается, что может быть развит какой-то один из них, но не как все вместе. То есть, первый – это высокий уровень осознания значимости той информации, которую ты ищешь. Выработка стратегии поиска, умение самостоятельно найти информацию, оценить, проанализировать, отсортировать, сформировать собственное отношение к этой информации, умение представить собственную точку зрения аудитории, умение обработать информацию программными средствами. На сегодняшнем этапе развития учебных процессов мы знаем, что многие школы, практически все, перешли на ФГОС, и конечным продуктом, который мы должны представить, вот сейчас у нас в нашей школе 9 классы, которые выпускаются, обязаны предоставить проекты, где дети 9 класса, уже натренировавшись за предыдущие несколько лет, должны представить проект, который чаще всего информационно очень загружен. То есть, чтобы найти информацию, кроме руководящей роли преподавателя, ребенок сам находит те пункты, которые ему интересны, и, соответственно, скапливает эту информацию, и потом предоставляет, если это, например, информационный продукт, предоставляет ее преподавателю, преподаватель уже руководит самим процессом создания проекта, чтобы в конце вышел конкретный продукт, который можно представить комиссии для защиты. Это может быть там стендовый доклад какой-нибудь, или, например, у нас в информатике может быть какой-то видеофильм. Причем нет необходимости покупать какие-то программные продукты, дети, в принципе, не должны на это тратиться, но Windows снабжен стандартным мувимейкером, которому обучить мы обязаны, и мне приходилось, например, элементарно обучать тех же учителей, когда им необходимо было сделать видеоролик. Причем это приходилось делать дистанционно через Skype или еще как-то. То есть информационные технологии, они вторгаются в жизнь, и нам никуда от них не деться. Средний уровень, не совсем когда человек не совсем осознает значимость информации для решения какой-либо проблемы, но вырабатывает стратегию поиска как может. Находит информацию по подсказкам, в частности, может с помощью преподавателя. Не совсем умеет оценить, проанализировать, отсортировать информацию и сформировать собственное отношение к этой информации. Конечно, очень большим подспорьем часто является, если родители информационно грамотны. То есть, кроме того, что преподаватель руководит созданием проекта или какой-то индивидуальной работой учащегося, очень помогает умение родителей помочь ребенку в поиске информации, а самое главное, помочь ребенку в ее интерпретации. То есть средний уровень – это вот примерно уровень учащихся, которые у нас подходят вот к 9-8 классу. Низкий уровень, тот, с которого мы обычно начинаем, это неосознание значимости информации для решения какой-либо проблемы, и не иметь возможности выработать стратегию поиска, но находить информацию только по подробным инструкциям учителя, когда мы в 5-6 классе предоставляем технологическую карту, в которой все шаги учащегося прописаны последовательно, и уже умение проанализировать, отсортировать информацию и сформировать собственное отношение к этой информации мы просим по каким-нибудь опросным листам. Ну и задача преподавателя в этом случае часто сводится к тому, что нам необходимо правильно составить оценочную систему
того, что находит либо изучает учащийся. В этом, конечно, помогают очень сильно информационные технологии, когда мы можем создать тест в том же, значит, в сервисе Google или еще где-то, этот тест опубликовать через очень удобную на сегодняшний день систему, государственную информационную систему ГИСЭО, которой мы пользуемся в образовательных услугах. И многие школы, в общем-то, преподаватели отказываются от тех же внешних носителей, от флешек, жестких дисков и всего прочего, когда все можно передавать через облако. И я прямо учу, когда дети говорят о том, что у них нет возможности, нет программ на компьютере или еще где-то, чтобы работать, выполнять домашние задания, то я им показываю, что в Google сервисе все можно найти. Есть программа для создания текстовых документов, документов Excel табличных, и начиная там с младшей школы, когда они предоставляют для своих проектов презентации в PowerPoint. Уже в классе 5, 6 и 7 я показываю часто, как сделать так, чтобы можно было создавать эту презентацию, не выходя из дома, вдвоем, втроем и вчетвером, ребят. Они посылают друг другу ссылки и работают в одной презентации, и потом эту ссылку на презентацию присылают мне, не надо нести этот флеш-накопитель, который часто бывает, вы знаете, подвержен инфекции, или его легко, например, просто-напросто уничтожить неправильным включением или выключением, и нести ответственность за это, конечно же, нам перед родителями тоже не хочется. На сегодняшний день дополнительно, кроме этого, вы знаете, что во многих школах вводится то же самое дополнительное образование. Я не говоря уж о том, что во многих школах на сегодняшний день, кроме дополнительного образования, у нас бывает во время, скажем, когда школа не работает, нам надо вводить дистанционное обучение. И в этом случае, конечно же, востребованность цифровой грамотности возрастает максимально. Когда через электронный дневник ребенку выдаешь задание готовое, часто бывает необходимо тексты, задачи, все прочее самому формировать и выкладывать. И если большой объем этой информации, приходится пользоваться всевозможными сервисами облачными. И все вместе это вот складывается как раз вот востребованность вот этих информационных технологий и цифровой грамотности. Введение электронных журналов и электронных услуг в последнее время помогло нам очень сильно, например, в том, что родители своевременно получают информацию о успехах ребенка, то есть своевременный контроль и актуализация учебного процесса ребенка, когда родитель вовремя может помочь ребенку выполнить то же самое домашнее задание. Если надо, он может пообщаться с учителем. Чатов нет у нас, но есть, по крайней мере, письма. И мы знаем, что друг другу мы их пересылаем, и родители задают вопросы, мы на них отвечаем. И если предмет, например, ведется раз в неделю, то вполне можно за неделю договориться и достичь максимального результата во взаимодействии между учителем и родителями. То есть обратная связь учитель, ребенок, родитель. Когда, например, когда я работал лет 20 назад, проблема того, что непонимание между родителями, учащимися и учителями возникало просто в недостоверности информации, которую доставляли дети домой, и потом получали родители, приходилось решать какие-то конфликты. Теперь эти конфликты полностью исчерпаны. То есть есть электронный журнал, который адекватно показывает оценки своевременные, ребенок и родитель всегда находятся в курсе того, что надо предпринять для устранения тех или иных недостатков, недочетов собственной учебной деятельности. Ну а дополнительное образование. Мы знаем, что на сегодняшний день и мы сами часто получаем совершенствование своего уровня обучения и проходим курсы дистанционно. То есть дополнительное образование ребенка, оно может включать в себя многое. Ну, например,
Например, технические направления существуют, когда используется для учащимися и педагогами на всевозможных технических курсах, в технических дворцов, как у нас есть дворцы пионеров бывшие или сейчас дома творчества юных, всевозможные кружки, все прочее, либо художественное направление. Например, вот я нашел информацию, что современное музыкальное образование проявляет возрастающий интерес к компьютерным технологиям. Музыкальная информатика, использующая компьютерный инструментарий с целью освоения необходимых знаний, умений и навыков, широко практикуется в музыкальном образовании западных стран. Сферой ее внимания является главным образом обучение по предметам музыкально-теоретического и исторического циклов, а также решение некоторых учебных задач, связанных с исполнительской, композиторской деятельностью. Сюда входят обучение с помощью компьютера, обучение с развитием, технологии интерактивного мультимедиа и интернет. Компьютерные программы даже используются в обучении игры на музыкальных инструментах. Из опыта скажу, что я сам наблюдал буквально недавно, дети у нас занимаются творчеством. Ребенок настраивал гитару по телефону, то есть включил телефон, и когда он пробует одну струну, ему показывается на телефоне эта струна и показывается, настроенная она или нет цветом индикатора на телефоне, что, в общем-то, я считаю использование подобной технологии вполне приемлемо и очень даже помогает. Я знаю, что первая проблема при игре на гитаре – это настроить инструмент. Кроме того, компьютер позволяет разучивать пьесы с оркестром, то есть минусовки какие-то находить. Компьютерные программы позволяют проводить музыкально-слуховой анализ мелодий, произведений в курсе истории музыки. На теоретических музыкальных уроках уже просто не обойтись без презентации. Активно используют IT в своей работе и педагоги, работающие в вокальных, театральных студиях, также программы как Final, Band Box и SoundForge. В общем, для художественного направления использование IT-технологий одно из таких, вот, я думаю, сейчас приоритетных. Даже вот я нашел информацию о использовании в физкультурно-спортивных направлениях. Кроме того, что сами педагоги вынуждены набирать всевозможные заявки, отчеты, и это все делается при помощи компьютеров, вовремя подается через компьютерную почту, то использование мультимедиа, занятий по физической культуре включает большой объем теоретического материала, на котором выделяется минимальное количество часов, поэтому использование электронных презентаций позволяет эффективно решить проблему. С помощью презентации можно продемонстрировать технику выполнения движений, исторические документы о событиях, биографии спортсменов и освещение различных теоретических вопросов. Использование тестирующих компьютерных программ, то есть даже на таком предмете, как физкультура, тесты могут использоваться на любом этапе обучения. Видеозаписи игр, всевозможных упражнений, которые надо выполнить, правильное выполнение, это все можно найти, видеоинформацию, в общем-то, несложно использовать на уроках физкультуры, тем более, что им в последнее время даже выделяются часы аудиторных занятий. В кружках прикладного направления, то есть это всевозможные кружки вязания, изо-студии, конструирования, вышивка бисером. Там тоже не обходится без IT-технологий. Создание слайд-шоу, презентаций, мастер-классы, заснятые на видео, либо показы с непосредственно технологией. Мы знаем то, чем дети наши увлекаются в YouTube, те же лайфхаки, они позволяют вот это все освоить, любую технику плетения, либо какое-то ремесло, которое необходимо и интересно ребенку. Ну, предлагается даже использовать в военно-патриотическом направлении, то есть в кружках военно-патриотического. Педагоги активно используют различные, в том числе онлайн, обучающие программы, тренажеры по вождению, например, правила дорожного движения в реальном времени, различные виды теста, это просмотр различных видов фильмов по направлению военно-прикладного мастерства. Результатом применения КТ в дополнительном образовании становится всестороннее развитие учащихся, организация процесса обучения на более высоком методическом уровне, повышение эффективности
становится ярким, запоминающим, интересным для учащихся в любом возрасте, формирует эмоциональное положительное отношение к изучаемому предмету. И широкое использование компьютера делает обучение более наглядным и понятным. Итак, мы приходим к выводу, что информационная грамотность – это умение, прежде всего, формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать, интерпретировать информацию, в каком бы виде она ни была представлена. А информационная грамотность личности – это совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей, способствующих выбору, использованию, созданию, критическому анализу, оценки и передачи информационных сообщений и текстов в различных видах, формах и жанрах, анализируя сложных процессов функционирования информационных потоков. В общем, можно прийти к выводу, что данный потенциал может быть реализован в интересах общества при условии непрерывного укрепления сознательности и ответственности каждого человека в обществе в целом, когда он использует эти IT-технологии. Вот, собственно, у меня все. Если есть вопросы. Коллеги, если вопросы у вас возникают, у нас в вебинарной комнате есть закладочка «Вопросы», чтобы не загромождать чат или чтобы вопрос в чате не убежал у нас куда-то далеко. Закладочка «Вопросы», вопросы можно будет задавать, и Сергей Геннадьевич, если что, еще раз включится и ответит на поступившие вопросы. Сергей Геннадьевич, мы благодарим вас, спасибо за выступление. Коллеги, давайте, кто поставил пятерку за выступление Сергею Геннадьевичу, пятерочки поставим все в чате. Итак, выступление по информационной грамотности, умение формирование информационной грамотности у учащихся. Не только учащихся были затронуты и родители. Ну, кто не хочет ставить пятерку, может пока воздержаться. А так, в общем-то, отлично. Коллеги, мы переходим к следующему вопросу. Вот использование веб-ресурсов в настоящее время. У нас много различных конкурсов, много сайтов, на которых надо регистрироваться. Вот по формированию этих компетенций, работы с сайтами, я предоставляю слово Торуповой Наталье Геннадьевне. Это старший методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности КРИРО. И по тем мероприятиям, вот, которые она лично проводит, каким образом все это работает. Давайте посмотрим. Наталья Геннадьевна, вам слово. Сейчас мы включим ваш сайт. Здравствуйте, коллеги. Я очень рада, что меня пригласили на это РМО, потому что, собственно, для меня площадка веб-ресурсы является формой обучения своих педагогов в области именно цифровой ИКТ-грамотности. Потому что я работаю в основном с художниками и музыкантами, и для них эта среда, она очень, скажем так, проблематична, и все мероприятия, которые я пытаюсь организовать в системе интернет-ресурса, они позволяют им освоить технологии как бы работы в интернете и по возможности как бы освоить ИКТ-компетенции, которые необходимы в реализации их, собственно, педагогической деятельности. Я в основном работаю со взрослыми, с детьми я работаю в меньшей степени, поэтому как бы мои веб-ресурсы, они направлены именно на формирование профессиональных компетенций в два направления. Первое – это цифровая грамотность, а вторая – это профессиональная грамотность в области художественного образования. Вот сейчас мы видим с вами наш сайт, это в прошлом году у нас проходил проект или проводится проект, он проводится раз в 2 года, называется «Педагогический вернисаж. Пути творчества». Это проект, который собирает информацию о художественной деятельности преподавателей республики в области художественного образования, декоративно-прикладного творчества и дизайна. И в данном случае в рамках этого проекта мы проводим конкурсный отбор, и лучшие материалы мы проводим в очный, то есть переводим в очный режим. То есть мы реально проводим выставки, реально проводим различные очные мероприятия, там мастер-классы и так далее. Вот здесь мы можем сегодня увидеть, что у нас было в прошлом году. На первой странице публикуется положение. Собственно, работа с положением – это одна из проблем с нашими педагогами. Иногда они положение плохо вычитывают и не знают, собственно, каким образом можно принять участие, потому что в рамках положения мы иногда, не иногда, а стараемся дать регламенты
участия, да, то есть как можно зарегистрироваться. И здесь вот в рамках положения мы эти регламенты, собственно, оговариваем. Если его внимательно прочитать, то быть участником становится намного понятнее. Значит, вот обращаю внимание на материалы конкурса, да, то есть вот что позволяет обучить, собственно, моего педагога, когда надо будет вот зарегистрироваться и стать, собственно, этим участником. Так как у меня в основном художники, музыканты и, там, может быть, театральные деятели, мы, конечно, в первую очередь, вот в данном случае это музыкальный идет файлик, а если это художник, то у нас представляется его творческая работа. То есть что это дает? Во-первых, это музыка, то есть автор здесь аранжировку свою предоставляет, то есть она сама аранжирует эти материалы. Если вернуться и показать работу кого-нибудь художника, вот, допустим, Сергея Александровича Бочарова, да, то мы увидим его творческую работу. То есть какие бывают тут проблемы? Во-первых, надо подготовить сам иллюстративный ряд для публикации. Да? Работы они сами загружают. Они сами загружают. Загрузка происходит абсолютно автором, да, то есть он регистрируется на этом сайте. Это первый опыт, это умение зарегистрироваться на сайте. В этой площадке здесь облегчение, потому что сюда можно войти через социальную сеть. Если вы являетесь участником какой-нибудь социальной сети, то можно, собственно, стать участником через социальную сеть. Мы заходим здесь через социальную сеть и становимся активным участником, и здесь мы можем загрузить свою работу. Для моих участников надо правильно, во-первых, подготовить формат этой фотографии или презентации. Второе, правильно его описать. Вот проблема описания – это очень жесткая проблема профессиональная, потому что в рамках художественной практики у нас есть такое понятие, как этикетаж. То есть этикетка, которая говорит о содержании материала. Значит, здесь нужно показать себя, презентовать себя как преподаватель какой-то школы. Это видно по посту, значит, появление поста, и открыть какую-то свою творческую работу. То есть открываем пост, и мы видим работу. Если мы открываем работу, вот видите, работа, она видна. Если вы являетесь участником, вы можете за эту работу даже проголосовать. То есть есть система голосования у экспертов и есть система голосования у внешних участников, которые могут за эту работу проголосовать. Нужно обязательно ее правильно описать. Что туда входит в описание? Это профессиональная компетенция, то есть имя, отчество, название работы, год исполнения, материал, размер оригинала. Мы должны обязательно к этому привыкнуть. Многие наши педагоги, к сожалению, вот работая в системе образования, вот эти вещи опускают, и это не отражается даже на творческих работах наших детей. То есть они неправильно оформляют этикетки при оформлении детских даже работ. Поэтому это такой элемент обучения, да, то есть мы учим правильно оформлять свой, презентовать свой материал. Второе, здесь можно обсудить это, написать, можно написать комментарий, можно дать обратную связь, можно написать там какой-то отзыв, отклик. Тоже я считаю, что это очень важно, потому что многие педагоги, с которыми я до сих пор работаю, мои коллеги, они почему-то боятся писать комментарии. Вот в социальных сетях пишутся комментарии легко, а когда выходишь на сайт, комментарии почему-то опускаются. То есть эта площадка позволяет выстраивать профессиональное взаимодействие между коллегами. То есть если у нас возникает диалог, то это уже одна из форм именно виртуального общения, которое, собственно, обучает нас. Вот, пожалуйста, здесь сейчас показывает Вячеслав Алексеевич, как можно загрузить материал, какие можно поставить ссылки. То есть это вот такие регламенты для добавления материала на сайт и так далее. Ну и, собственно, это площадка для информирования, для передачи различных как бы мероприятий, которые проходят в рамках очных мероприятий. Можно на последней странице посмотреть, какие мероприятия у нас проходили. Вот какие мероприятия проходили, и они здесь в небольшой мере опубликованы. Мы здесь вот видим, да, вот в данном случае, если вы видите, еще ссылочка идет синенькая, то есть мы внесли, что на этом сайте авторство каждой фотографии подчеркивается, что это все-таки сделано в рамках именно педагогического вернисажа, то есть вот можно увидеть этапы выполнения работы, что это очень важно, что мы могли позиционировать свои творческие работы в рамках вот таких виртуальных мастер-классов. Ну и, собственно,
Предыдущий, в общем-то, выступающий, он уже говорил, то, что это очень, цифровая грамотность очень нужна нашим педагогам, особенно учителям в области декоративно-прикладного художественного образования, потому что мы очень много работаем с визуальной информацией. И эта визуальная информация, если правильно ее подавать, она, собственно, позволяет расширять и диапазон опыта, и транслирование опыта, и причем опыт не только на уровне образовательной организации, но, скорее всего, опыт и на уровне республики, и на уровне, в общем-то, всероссийском уровне, потому что этот сайт открыт, если кто-то случайно даже может выйти на страницу сайта, он может познакомиться с этим опытом, и этот опыт может уйти, в общем-то, скажем так, в широкое мировое пространство для интереса. То есть для меня это очень полезная форма общения, потому что когда ты находишься один в рамках организации, сайт позволяет тебе организовать коммуникацию с большим количеством людей. И найти себе товарищей, которые могли бы тебе помочь, в общем-то, в организации этих мероприятий. И я думаю, что люди, которые начинают принимать участие в этих мероприятиях, уже потихоньку, не автоматически, но очень плавно, планомерно начинают осваивать цифровую грамотность. Вот мое такое предложение. Спасибо за это выступление. Если есть вопросы, могу ответить. Коллеги, вопросы задаем в закладочке «Вопросы». Наталья Геннадьевна, спасибо большое за выступление. Мы возьмем на вооружение ваши предложения. У нас приближается конкурс по созданию цифровых ресурсов. В частности, это будет создание ресурсов в среде Moodle. Тоже надо будет внимательно прочитать положение и все эти инструкции. Тщательно выполнять. Да. Тогда материалы это будет легко. Тоже надо будет выкладывать, загружать самостоятельно на площадку конкурса. Поэтому то есть это не я как организатор загружаю. На самом деле, действительно, эта проблема есть. Педагоги выкладывают лишь бы что угодно, что лишь бы выложить. Иногда, не читая даже положений, требования к описанию той же конкурсной работы, есть определенные требования, которые надо выполнять и которых надо придерживаться. Должна еще сказать, напомнить, что все федеральные конкурсы, они сегодня как раз требуют от нас загрузки материалов конкурсных, поэтому это приучает к тому, что можно было принимать и в федеральных конкурсах участие. То есть обучаемся здесь, а принимаем участие в федеральных проектах. Спасибо вам. Спасибо. Так, следующий у нас выступающий – это повышение цифровой грамотности родителей учащихся. Кокорин Олег Юрьевич, учитель информатики, школа номер 36 города Сыктывкара. Олег Юрьевич, вот уже у нас было выступление, поэтому повторяться не будем. И постараюсь повторяться. Из опыта работы вас, вашей школы в этом направлении. Коллеги, вопросы задаем. В закладочке вопросы сверху. Пожалуйста. Здравствуйте. Немножечко, прежде чем начать о работе с родителями, я хочу вам сказать несколько положений, которые должны предшествовать этому разговору. Первое. Существовала такая теория Штрауса, Хоува в 90-е годы, когда все поколения были разделены на, скажем так, 4 условные части. Те, которые родились после 44 года, 64 года, это было поколение бэби-бумер. Дальше, с 64 года родились по 84, это поколение X, поколение Y следующее идет, и поколение Z, те, которые после 2004 года родились. Но здесь надо сделать некоторую поправку. Теории, про которые я говорю, они, в общем-то, все западные идут. И учитывая то, что, в общем-то, у нас получается так, что мы немножечко догоняем Запад в этом отношении, то наши могут года немножечко сдвинуться вперед. Дальше. Была такая интересная статья Макса Пренски 2001 года о цифровых аборигенах и цифровых эмигрантах. Здесь суть этой статьи была в следующем, получается, что вот мы с вами, люди взрослые, которые родились до 80-го года, мы являемся цифровыми эмигрантами. То есть людьми, которые лишь понаслышке знают, и в силу необходимости они овладевали цифровыми технологиями. А вот цифровые аборигены, которые существуют, это наши дети, наши даже внуки где-то там, те, кого мы учим, это люди, которые родились вместе с цифровыми технологиями. И, соответственно, они вместе с молоком матери впитали в себя все эти гаджеты и так далее, то, что необходимо им для работы. И здесь говорилось о том, что в этой статье, что, в общем-то, трудно учителям, иммигрантам объяснять детям проблемы цифровой грамотности. Но
Тот же Марк Спрэнский, он заметил следующее. Где-то в 2015 году он сказал, что он, в общем-то, практически отрекся от своей теории, и он сказал, что существует понятие цифровая мудрость. И, в общем-то, он сказал приблизительно следующем, что, в общем-то, цифровые иммигранты, они не так уж и безнадежны, и зачастую опережают цифровых аборигенов по уровню цифровой готовности и грамотности. Еще одна статья была такая, Александр Сэмюэль, это ввела концепцию цифровой сирота, цифровой изгнанник, цифровой наследник. Здесь мы подходим потихонечку вот к нашей проблеме обучения родителей. Кто такой цифровая сирота? Цифровая сирота – это ребенок, который растет в семье, родители которого не обращают никакого внимания на его приход, на его, как это называется, вот, скажу, изучение его цифровой грамотности. Вот, соответственно, он предоставлен сам самому себе. Цифровой изгнанник, те родители которого, те школьники, родители которого просто запрещают ему пользоваться теми или иными ресурсами. Всевозможными способами. Например, способ взять шнур, снять, поставить пароль и так далее и тому подобное, или просто не купить компьютер. И цифровой наследник, самое популярное, самое, что не есть необходимо, это человек, ребенок, который у нас может следующее. Этот ребенок может просто-напросто впитать в себя весь тот опыт, который приобрели его родители, грамотные родители цифровой грамотности, и, соответственно, наложить на него еще свой отпечаток. Так вот, по результатам исследований российских ученых, скажем так, да, 80% школьников и половина всех родителей считают, что они в цифровом отношении очень грамотны. Вот. На самом деле проверка показала, скажем, там тестирование показало, что на 1/3 неграмотные, в принципе, и как бы так вот, ну, на 3, может быть, цифровую грамотность они обеспечили. 80% заинтересованы в повышении уровня своего цифровой грамотности, как родителей, так и детей, но выполняют это хаотично по мере необходимости и так далее. Дальше. Вопрос в том, кто должен заниматься цифровой грамотностью. Здесь, прежде всего, у нас в России вопрос стоит такой. Этим должна заниматься непременно школа. Школа должна обучать детей, ну, а родители как бы так вот. И лишь 25% родителей считают, что их роль в воспитании цифровой грамотности детей, она важна. По исследованию 2012 года есть несколько, скажем, уровней присутствия родителей в подготовке к цифровой грамотности. Первый уровень – это когда родители присутствуют при посещении детей интернетом и контролируют весь процесс работы ребенка в интернете, если можно назвать таким словом. Второе – когда родитель объясняет проблемы безопасности, сетевой этикет при работе на тех или иных сайтах, когда он готовит ребенка к, скажем так, к воспитанному поведению в сети интернет. Третий уровень – родитель создает ограничения посещения тех или иных сайтов. Четвертый тайком, как правило, проверяет, какие сайты посещает ребенок, для того, чтобы потом делать определенные выводы. Ну и последнее, как бы очень мало используют программные средства блокировки сайтов и отслеживания, при помощи которых есть такие, скажем, Ростелекоме и так далее, которые позволяют немножечко поставить в рамки работу у учеников. Ну и, в общем-то, получается ситуация такая. Более половины всех опрошенных полагают, что за безопасность ребенка в интернете отвечает школа непосредственно. Государство, интернет-индустрия. Себя ответственность, в общем, снимают. Кроме этого, учитывая то, что школа проконтролировать процесс участия родителей в обеспечении безопасности детей не имеет такой возможности, все это происходит дома. Второе, что как бы в школе мы за ребенка отвечаем, там как бы нет, но с точки зрения правоохранительных органов мы учителя, мы несем ответственность прежде всего за ребенка, который выходит в интернет. Если ребенок где-то попал под око Министерства внутренних дел и так далее, получается, то кто будет нас отвечать за него? Будет отвечать за него, соответственно, классный руководитель, администрация школы и так далее. Мы не можем заставлять родителей покупать легальное программное обеспечение. Мы не можем заставить родителей покупать компьютеры детям. Мы не можем принуждать их использовать сервисы портала госуслуг. Это услуги, которые предполагаются нам даются, а мы можем ими пользоваться или не пользоваться. Но, к сожалению, вот из опыта работы с родителями могу сказать им следующее. Первое, что пьесные направления нашей работы. Первое. Но это самая главная работа с электронным журналом. Хотим мы этого или нет, но электронный журнал – это наш основной документ, который со всех сторон просматривается родителями, учениками, нами, получается. И, соответственно, еще одна проблема, которая здесь есть, это проблема того, что
в электронный журнал родители регистрируют через госуслуги. То есть госуслуги, как бы получается так вот, то есть какое отношение вроде как учитель имеет к госуслугам? Вроде как никакого получается, да? Но если родитель зарегистрируется на госуслугах, то он зайти на электронный журнал не может. Дальше. Мы проводим консультации для родителей по эффективному использованию этого журнала, ну, в рамках классных часов, в рамках родительских собраний и так далее. Конечно, родителям сейчас в чем-то проще. Родители, скажем, там, с точки зрения классификации Штрауса, они принадлежат поколению Y, то есть лет на 20 старше своих детей. То есть они знают, что такое интернет, они умеют им пользоваться, в общем-то, вот так, имеют некоторую цифровую грамотность достаточно. Вот. И помешать им, скажем, там, может быть, что может? Нет интернета дома, нет компьютера, ну тогда как бы вот, соответственно, с цифровой грамотностью у них будут проблемы сложнее. По школе у нас ответственность за то, что происходит по цифровой грамотности, у нас замдиректора. Замдиректора у нас по этому вопросу это Ишенбаева Анна Витальевна. Регламентированы часы приема ее посетителей по вопросам электронного журнала и регистрации. Вот. Но, соответственно, сами понимаете, родители приходят тогда, когда им удобнее, ну и, соответственно, вводят некоторую как бы такую вот суету, скажем так, в этом отношении. Вот. Можно было поставить бы точку по работе с родителями, но вот, к сожалению, получается, говорю, мы на самом деле, вот учителя вынуждены проводить и другую работу. Вот, скажем, родитель не регистрируется на госуслугу. Буквально приходится чуть ли за руку брать, отводить туда. Почему? Потому что если он не зайдет туда, он не войдет в классный журнал. Не вошел в классный журнал, он не знает положение дел ребенка в школе, получается. Я считаю, что заслуга школы не только перед родителями, но перед госуслугами просто велика, потому что я думаю, что если бы не было школы, то, собственно говоря, и учителей, которые проводят ликбез среди родителей. Какой ликбез? Звонит учитель, говорит, родитель говорит учителю: пожалуйста, объясните мне там, Олег Юрьевич, как вот тут найти нам такую-то вот информацию из электронного журнала. Объясняешь. А скажите, а пенсия вот мне начисляется на госуслугу, как там куда найти? Знаешь ты, не знаешь, но пойдешь на эти госуслуги, покажешь, потому что портить отношения с родителями не хочется, и хочется выглядеть компетентным в глазах учеников. Дальше. Я уже говорил еще разок, напоминаю вам, что мы иногда занимаемся этим делом, еще цифровой грамотностью, безопасностью сети и так далее, из следующих соображений. Самое главное, мы хотим, чтобы наши дети были защищены от всевозможного рода правонарушений со своей стороны. Поэтому, чтобы себя подстраховать, чтобы потом в будущем как бы не сгребать вот то, что вот накопится, эти дела все, мы вынуждены и где-то там в этом отношении консультировать. Хотя, замечу вам, с точки зрения классного руководителя, в его обязанности вроде как даже и не входит, скажем так, вот, обучение цифровой грамотности детей. Я, как учитель информатики, вроде как обязан это делать, да, вот, но классный руководитель нет. Я какое-то время работал с представителями третьего возраста. Третий возраст – это пенсионеры. Почему я про них говорю, почему это важно? Здесь ситуация такая идет. Дело в том, что, вообще говоря, те, кто бабушки, дедушки, понимают следующую вещь такую. В наше время дедушки, бабушки занимаются воспитанием детей не меньше, чем папы, мамы. Согласны с мной, да? То есть отвести ребенка куда-то, объяснить, что это такое. Бабушка и дедушка могут, папа, мама нет, они на работе. Вот. Ну, соответственно, по третий возраст немножечко, где я поработал год с лишним, получается, расскажу так. Где-то в 2011 году, насколько я понимаю, она была основана Артемием Сергеем Вячеславовичем, депутатом нынешней вот нашей вот КОМИ. Далее. Госсовета, да? Вот, да. В общем, он активное участие принимал. Я помню, сколько раз были вот как раз собрания, совещания, он там выступал и так далее, рассказывал, что к чему и как. В общем-то, людей заманивал, так сказать, туда, да. И люди пошли. На сегодня в расписании третьего возраста основные цифровые направления такие. Это мобильный ликбез. Дальше следующее. Компьютерная грамотность и интернет-курсы. В общем-то, на самом деле, я вел часы в программе третьего возраста какие. Первое, что вначале был проведен обыкновенный компьютерный ликбез. То есть мы просто учили пенсионеров чему? Мы их учили просто пользоваться компьютером. Для них это было вновь, получается. Вот. Некоторые приходили с компьютером, вот, ставили мне на стол, говорили, вот, а что с ним делать там дальше с этим компьютером, получается. Вот им объяснял и так далее. Но самое интересное было другое. То есть, ну что такое ликбез? Это работа с документами, где-то там бывает там, создание презентаций, создание каких-то изображений и так далее, видео и так далее, да, вот так, коллажей. Вот.
После этого было что получается? Что интересно, вот уже прошло лет 5, и мне, например, как учителю, вот их бывшему, они там посылают мне, например, вот такой коллажик, который сделан, да, вот, Олег Ильич, поздравляем с Днем Учителя, с Новым годом поздравляем еще с чем-то таким. Приятно, да, приятно. Они поздравляют всех родственников с тем, с другим, с третьим. Но вот после того, как цифровую грамотность не освоили, они поняли, что этого мало. Необходимо изучать следующие вещи. Например, использование онлайн-сервисов Сбербанка. Это тоже вещь необходимая. Кроме этого, электронный дневник стал появляться где-то вот там, где-то в году 13, где-то вот так, 14. Опять же, электронный дневник, они начали потихонечку вникать и в это. И опять же, и консультации дедушек, бабушек приходилось, ну не приходилось, а мы вели за, скажем так, за оплату, я хочу сказать. Следующее. Вот на что хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что, вот смотрите, мы с вами, как учителя, ведем работу с родителями или даже с пенсионерами, ведем с бабушками, дедушками, ведем вроде как бесплатную, получается. Но есть структуры, которые занимаются цифровой грамотностью, которые работают, в общем-то, платно. Скажем, там вот третий возраст и так далее. Когда там работают, они получают зарплату. Если у вас есть такая возможность, то просто берете его, да, скажем, дедушку, бабушку, говорите, хорошо, вы не понимаете, как пользоваться журналом, не понимаете, как пользоваться грамотностью, как бы цифровой грамотностью, как ее получить, не понимаете, как на госуслуги зайти, вот, пожалуйста, есть курс. Идите туда, вас там, в общем-то, научат основным понятиям, которые есть. И этим, сейчас третий возраст в рамках федерального проекта. Да, да. Но начиналось у нас еще как бы вот, да, такой, как это называется слово? Самодеятельность. Самодеятельность какая-то начиналась, да. И очень крупная, кстати говоря, если вы хотите, вы можете зайти на сайт, на группу ВКонтакте третьего возраста, называется «Центр активного долголетия». Вот, понимаете? И почему люди туда ходят? Во-первых, что самое интересное, вот со школьниками... Так, это не связано с цифровой грамотностью. Долголетие это да. в другом. Вот я вот скажу, не скажу, да. Вот. Почему не скажу вам? Здесь ситуация такая. Да, дело в том, что, да, все, заканчиваю, да. Обратите внимание, следующее, пожалуйста. Люди, которые вот ходят, пенсионеры ходят, да, вот заниматься, бабушки, дедушки, они ходят заниматься с удовольствием. Их не надо гонять как детей, их не надо даже гонять как родителей, которым некогда ходить, да. Они приходят, объясните им это, объясните это. Поэтому, как правило, вот, такая благодатная почва. Если мы хотим, чтобы наши дети, которые учатся в нашей школе, были грамотны и могли быть, показывать результаты какие-то цифровой грамотности и культуры в интернете, ну, соответственно, будет неплохо, если мы займемся также не только их родителями, но и бабушками, дедушками. Спасибо за внимание. Наверное, переговорил, да? Спасибо, да, наверное. Да, наверное, переговорил. Так. Следующий у нас выступающий – это Орехова Ольга Владимировна. Контроль и самоконтроль учащихся через цифровые сервисы. Учитель информатики гимназии номер 1. Так, мы переходим на этот сайт, да? Уважаемые коллеги, добрый вечер. Учитель информатики гимназии номер 1 города Сыктывкара. Так, мне хотелось бы сегодня поговорить о той теме, которая затрагивает, наверное, всех учителей, не только информатики, но и многих учителей других предметов. Каждый учитель для себя, наверное, выбирает определенную платформу по контролю, самоконтролю учащихся. Это такие платформы, как Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ. Это буквально по всем предметам. И для себя я выбрала платформу онлайн-тест-пад, которую сегодня хотела вам предложить. Это, во-первых, бесплатная платформа, где вы можете воспользоваться уже готовыми продуктами по любым предметам, по любым классам. И если вы зарегистрируетесь на этой платформе, вы можете использовать свои тесты. Почему? Потому что, во-первых, не всегда совпадают те тесты, которые в данном случае имеются по определенным классам. И вопросы не всегда совпадают с теми, которые в данном классе, в данной категории рассматриваются. Я для себя столкнулась с такой проблемой при выборе данной платформы, допустим, системы исчисления, вот мы сюда перейдем. Не все те вопросы, которые здесь звучат, рассматриваются в школьном курсе.
а такие именно как, допустим, сложение вычитания дробных чисел и так далее. Вот. Поэтому эта платформа хороша тем, что вы можете создавать свои тесты под свой класс. Еще бы мне хотелось бы сказать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, как учителя, так и ученики. Во-первых, платформы, учебные платформы образовательные, которые нам предлагают, в частности, Учи.ру, в частности, Е-класс, они, конечно, большие, но я считаю, у них есть ряд недостатков. Какие? В частности, я вот в этом году столкнулась с проблемой Учи.ру. Во-первых, как предмет информатика, в этой платформе существует в виде программирования от 1 до 6 класса, но решив буквально 5-6 карточек, дети сталкиваются с проблемой, что далее нужно оплатить. То есть эта платформа не совсем бесплатная. Далее Е-класс, тоже платная платформа, что не совсем комфортно для детей. Не каждый родитель пожелает платить дополнительные деньги за тот или иной, те или иные продукты. Им достаточно того, что они видят то, что им предлагает учитель. Вот. И поэтому, конечно, нужно говорить еще о том, что такое цифровая грамотность, потому что это термин новый, но я думаю, что это немножко расшифруют наши коллеги, выступающие. Буквально недавно мы с вами разбирали, что такое электронный ресурс, что такое цифровые ресурсы, но сегодня мы с вами разбираем, что такое цифровая грамотность. Я думаю, что предыдущие термины излагаются просто в новой сфере. И нужно коснуться, что сейчас Министерство образования запустило 5 проектов. Они еще в разработке, но уже на слуху у учителей. И один из проектов – это цифровая грамотность, которая ждет нас впереди. Я надеюсь, что мы скоро об этом заговорим об этих проектах. Поэтому мы сейчас и говорим об этом. Да, но она еще в разработке у министерства, и мы уже как бы вдогонку или впереди паровоза бежим, рассматриваем эти проблемы. Так, наверное, если кто-то заинтересуется данным сайтом, я его очень рекомендую. В принципе, он полностью бесплатный и дает большие возможности. Спасибо. Коллеги, вопросы, напоминаю, мы задаем в закладочке вопросы. К сожалению, вопросов пока не поступает. Адрес сайта я сейчас вставляю в чат. Возможно, кому-то понадобится. Коллеги, первого выступающего мы оценили на 5. Давайте оценим еще. У нас было 3 выступающих, 3 пятерочки в чате поставим. Для кого информация была полезна, возможно, интересна. Отлично, пошли у нас пятерочки. Коллеги, я предлагаю вам как бы задуматься на будущее. Я рассылал информацию с просьбой как бы спланировать нам совместно заседание нашего республиканского методобъединения. То есть я хотел услышать предложения от вас, какие темы вас интересуют, по каким темам вы бы хотели выступить. Но, к сожалению, таких предложений поступило очень мало. Тем не менее, адрес электронной почты у всех есть. И сегодня будет последний вопрос у нас, это как мы будем работать в наступившем учебном году. Если, может быть, уже сейчас у вас возникли какие-нибудь предложения, в закладочку вопросы можно их будет задать. Следующий у нас выступающий – это Гальянова Елена Александровна, школа номер 22. Цифровые интерактивные средства обучения при реализации системно-деятельностного подхода. Да. Здравствуйте. Я бы хотела начать с цифровой грамотности учителя. Что это такое, в общем-то, да? Раз, два. Коллеги, немножко у нас небольшой был сбой. Коллеги, у кого звук пропал или, может быть, снова появился, плюсик поставьте, пожалуйста. Звук работает?
Да, мы можем продолжать. Цифровая грамотность учителя объединяет важные группы навыков. Компьютерная грамотность включает в себя и пользовательские, и специальные технические навыки в области компьютеров. ИКТ-грамотность, набор пользовательских навыков для использования сервисов и культурных предложений. Информационная составляющая, способность находить оптимальные решения, получать, выбирать, обрабатывать, передавать, создавать и использовать цифровую информацию, что чаще всего используют учителя в своей профессиональной деятельности. Можно выделить несколько основных векторов изменений в ученических отношениях. Увеличение самостоятельности и ответственности учеников за результат образовательной деятельности, расширение круга источников знаний и учебной информации. Оценка учителя все в большей степени сменяется самооценкой школьников, их взаимной, а также автоматизированной оценкой. Уходят в прошлое традиционные инструменты учебной работы. Ну и, собственно, факторы, сдерживающие развитие цифровой грамотности учителя в сравнении. Преимущества. Систематический характер воздействия на учащихся, владение широким спектром современных форм и методов обучения, владение инновационными педагогическими технологиями. И как недостатки. Отсутствие представления о многообразии информационных ресурсов, слабое владение алгоритмами информационного поиска, слабое владение технологией подготовки информационных ресурсов. Ну и в связи с этим мне хотелось немножко рассказать о таком сервисе, как Learning Apps в работе учителя. Как раз именно для того, чтобы учитель мог подготовить совместно с учеником, и каждый по отдельности, могли составить различные упражнения. Я думаю, что многие из вас знакомы с этим сервисом как учителя информатики, но как обычный учитель вряд ли. Особенностью сервиса является то, что все задания, созданные пользователем, собраны в галерее и являются общедоступными. Существует возможность выбора по уровню сложности. Кроме того, сюда можно заходить даже не авторизированным пользователем, не обязательно регистрироваться. Инструменты этого сервиса позволяют создавать интерактивные задания разных видов. Викторина, ну, своего рода это получается тест, сортировка, группировки, классификация, ввод текста, кроссворд. Нашим учителям в школе очень понравился, например, создание кроссворда, что можно это сделать на уроке. Кроме того, очень удобно работать в этом сервисе. Групповая работа, то есть можно создать свой класс и подключить учеников к нему. И, в принципе, особенно, например, когда на карантине, они могут воспользоваться этим сервисом и, предположим, создавать свои какие-то программные продукты, те же самые кроссворды. А учитель может потом просмотреть все их работы. Каждый учитель может использовать тот или иной модуль для решения своих конкретных задач в предметной области, для закрепления теоретических и практических знаний, их проверки. Кроме того, да, могут использовать как учителя, так и дети. Я этот сервис использую и, собственно, на уроке для закрепления материала. Но минусы этого сервиса в том, что часть шаблонов не поддерживает кириллицу. Перевод на русский язык тоже там хромает. Но, в принципе, очень достаточно удобный такой сервис. Если что-то понравится, можно, например, взять чужое упражнение и переделать так, как вам это надо. В общем-то, у меня все. Так, спасибо большое. Сейчас мы рассмотрим с вами вопрос, какие же задачи ставит у нас федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования по формированию цифровой грамотности. Ваулина Елена Юрисовна, методист Центра информационных технологий КРИРО. Переключились на видео. Коллеги переключились на видео. И сейчас включаем презентацию. Пожалуйста. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас мы рассмотрим основные задачи по федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. Значит, в настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых условий для развития в России цифровой экономики.
В первую очередь, это стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы и программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте Российской Федерации включил программу «Цифровая экономика» в перечень основных направлений стратегического развития на 30-е годы. И предполагается также развивать российскую систему цифровых технологий не в замкнутом контуре, а с учетом интересов партнеров по Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Программа по развитию цифровых технологий учитывает и дополняет цели и задачи, реализуемые в рамках национальной технологической инициативы. Государственные программы мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики, и принятых документов стратегического планирования. Так, значит, проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования направлен на создание к 2024 году современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В Российской Федерации выполняется приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда» в Российской Федерации. И реализация данного проекта предусматривала ряд ключевых направлений, в том числе принятие нормативно-правовых актов, в частности, фиксирующих статус онлайн-курсов, создание ресурса одного окна и формирование системы оценки качества онлайн-курсов и некоторые другие. Так, значит, в Республике Коми в 2018 году Республика Коми по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, проведенного Минпросвещением России, оказалась в числе ряда субъектов Российской Федерации, где с 2019 года началось внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. На первом этапе в 2019 году целевая модель цифровой образовательной среды была создана в 11 регионах, пилотных образовательных организациях. Участниками пилотного проекта стали общеобразовательные организации 4 муниципальных образований. Это 5 школ в Воркуты, 2 Ухты, 3 Воркуты, 5 Сыктывкара и 1 Сыктывинского района. Началось получение образовательными организациями современного цифрового образовательного оборудования, в том числе автоматизированных рабочих мест для управленческого персонала и программно-аппаратных комплексов «Цифровая образовательная среда», в состав которых вошли автоматизированные рабочие места учителей, интерактивные комплексы и мобильные компьютерные классы. На втором этапе с 2020 по 2024 года планируется целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена во все образовательные и профессиональные образовательные организации республики. В целях реализации федерального проекта образования «Цифровая образовательная среда» утверждена концепция по созданию Центра цифрового образования IT-КУБ в Республике Коми. Основная задача для формирования цифровой грамотности и развития профессиональных цифровых компетенций перед педагогами ставятся следующие задачи. Освоение функциональных возможностей актуальных информационных ресурсов, развитие компетентности в области современных технологий электронного обучения, внедрение в образовательные программы современных цифровых технологий, стимулирование использования образовательных платформ и сервисов. В нашей республике в образовательных организациях активно идет апробация внедрения образовательных сред «Российская электронная школа», образовательных платформ «Мобильное электронное образование» и других партнерских проектов, таких как Учи.ру и Я-класс. Мы сейчас, у нас на этой неделе проходит серия семинаров, которые проводит Учи.ру. Поэтому, если еще есть желающие, по-моему, и завтра, и послезавтра эти семинары продолжаются. Как до обеда, так и после обеда. Приходите.
Также задачи следующие. Развитие умений уверенно ориентироваться в основных направлениях развития информационно-коммуникационных технологий, адаптация к внедрению и распространению цифровой образовательной среды, владение основами информационной безопасности. Таким образом, цифровые преобразования в экономике, управлении, медицине, образовании и в повседневной жизни являются стимулом для инноваций, роста и жизненного уровня и обеспечения благосостояния граждан. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Юрисовна. Значит, да, вот это очень важные моменты, на которые следует сейчас уже начинать обращать внимание. Спасибо большое. И в продолжении того, о чем говорила Елена Юрисовна, мы можем отметить еще новые цифровые компетентности, которые должны формироваться как у педагогов, так и у наших детей, и которые тоже затронуты в новом федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». Я коротко по ним пробегусь. Ну, а вы имейте в виду, что сейчас их тоже надо брать на вооружение. Это, во-первых, обработка больших данных в контексте цифровизации образования, использование технологий искусственного интеллекта. И, в общем-то, вот этими моментами сейчас у нас занимаются в созданном и начавшем работу с 1 сентября IT-кубе в городе Сыктывкаре. Предполагается создание еще в рамках тоже проекта цифровой образовательной среды Республики Коми, создание еще в двух регионах IT-кубов. Такое понятие, как интернет вещей, не забываем о нем. Следующее – это облачные вычисления, что предполагают, и какими компетенциями должен обладать преподаватель, о том, что ученики вот используют Google сервисы, как раз облачные технологии, говорил Сергей Геннадьевич в своем выступлении. Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе, блокчейн-технологии, технологии информационной угрозы и основы информационной безопасности, основы использования защиты информации персональных данных. Очень, очень важный вопрос. И мы с вами на протяжении прошлого года и позапрошлого года проводили открытые уроки с Роскомнадзором по персональным данным, по защите персональных данных. Я думаю, у нас эти уроки продолжатся и в этом году. Информационная кибергигиена, что она предполагает, что здесь, какие заложены аспекты цифровой грамотности. Информационная образовательная инструктура образовательной организации, тоже немаловажный момент. И во время форума, например, представители 40-й школы города Воркуты делились опытом по созданию именно цифровой образовательной среды, образовательной организации и новые требования к ним. Коллеги, на этом мы заканчиваем вот первый наш вопрос, цифровая грамотность, что это, как, с чем ее едят и как ее формировать. Сейчас это новый вопрос. Все эти вопросы мы сейчас, КРИРО поручено разработать программу повышения квалификации педагогов, именно вот направленную на формирование, в первую очередь, цифровых компетенций самих педагогов, но и в том числе и каким образом прививать эти навыки и нашим обучающимся. На самом деле, кажется, вот о поколениях тут говорили X, Y, Z. Да, на самом деле, на сегодняшний день наши дети более владеют, ну, я скажу, не цифровыми, наверное, технологиями, хотя и можно и говорить так, а умением работать с теми иными гаджетами. Но если копнуть глубже, это исследование, о котором говорил Олег Юрьевич, оно показало, что все-таки наши дети не настолько компетентны в цифровом отношении, и учителя на самом деле более компетентны в этом плане. То есть исследование показало, что наши дети имеют поверхностные знания и, там, будем говорить так, по верхам. Значит, по оснащению Елена Юрьевна как бы отметила здесь, что 11 образовательных организаций Республики Коми участвуют в пилотном проекте по модели цифровой образовательной среды, и они получили оборудование. В планах на следующий год, что еще большое количество образовательных организаций, школ Республики Коми получат тоже новое современное оборудование.
с помощью которого уже надо задуматься сейчас, каким образом будет использоваться это оборудование. Пилотные школы получают это оборудование, вернее, уже получили это оборудование в большинстве своем, возможно, идет допоставка чего-то еще, уже получили. Но планы следующего года достаточно перспективны, и почти все школы Республики Коми, ну вот в чате сейчас пишут, что еще не все привезли, но я говорю, до поставки там довоз идет, а теперь возникает вопрос, что со всем этим делать. Вот мы как раз и будем, наверное, проводить и круглые столы, и другие какие-то мероприятия с выходом цифровой модели, цифровой образовательной среды. На сегодняшний день приказ в Минпросе доводится до ума, и в ближайшее время, предположительно в ноябре, он уже должен выйти. В ноябре также предполагается открыть доступ к платформе, с помощью которой будут работать и учителя, и дети. Она очень сильно рекламируется, но, к сожалению, пока вот в доступе этой платформы нет. И мы с нетерпением ждем, что же это будет такое и как. Ну, можно предполагать, что это будет что-то созданное на основе либо каких-то электронных школ, возможно, на основе учи.ру, на основе мобильной электронной школы и так далее. Коллеги, на этом мы заканчиваем. Записываем вопросы. Если у нас присутствовали не учителя информатики, мы можем их отпустить, в принципе. А мы переходим еще к вопросам, именно касающимся учителей информатики. Значит, попросили меня сделать объявление. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж требуется учитель информатики для студентов первого курса, материал 10-11 класса. Если есть желающие, возможно, даже совместительство в свободное время, то есть вот такое меня объявление попросили передать коллеги из гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова. Очень срочно надо, поэтому у кого есть какое-то свободное время и есть возможность, в общем-то, подзаработать, можно будет или прямо в колледж обращаться, или у нас контактные данные есть. Итак, мы переходим ко второму вопросу. У нас второй вопрос был итоги государственной итоговой аттестации по информатике, решение проблемных вопросов при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. ОГЭ, наверное, у нас не получится рассмотреть, потому что получилось так, что сегодня Любовь Ивановна Гусарова на уроках, а вот Александр Максимович Дюрягин, председатель ЕГЭ по информатике в Республике Коми, у нас сегодня в студии, и по ЕГЭ, по крайней мере, мы информацию услышим. С ОГЭ, может быть, и ОГЭ тогда, нет? Скорее нет, да. Ну, Любовь Ивановну мы привлечем в следующий раз, тем не менее. Так, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня вас познакомлю достаточно кратко с результатами ЕГЭ. Вначале немножко статистики. У нас каждый год небольшой, но прирост есть, во-первых, по количеству участников. Понятное дело, что по естественным причинам большинство участников – это выпускники текущего года, чуть меньше – это выпускники прошлых лет, ну и иные категории. Если говорить про сами результаты, то можно отметить, что средний тестовый балл у нас незначительно, но вырос. В том году был 57,7, в этом году 61,14. Ну, опять же, можно это объяснить тем, что у нас модель проведения экзамена не менялась, задание тоже достаточно стандартным, можно сказать, поэтому результаты, показатели растут. Опять же, подтверждением тому служит, что категория от 81 до 99 баллов у нас тоже рос с 86 человек до 130. Ну и количество 100-бальников у нас тоже увеличилось с 2 до 4. Также нужно отметить тот факт, что большинство высокобальников и 100-бальников – это представители учебных заведений профильных, где есть дополнительные часы на информатику, на программирование и часов в принципе больше. Как раз вот то, о чем некоторые писали в чате, что в рамках ВГОС, к сожалению, часов на то, чтобы сдать ЕГЭ на
очень высокий балл, на самом деле не хватает. Да? То есть для того, чтобы были высокие результаты, нужно либо дополнительные часы, о чем я позже скажу, в частности по программированию, либо, ну, собственно, дети вынуждены получать дополнительные знания где-то еще. Да? То есть у нас в городе, и не только в городе, есть определенные возможности, о них чуть я скажу тоже позже. Что касается некоторой статистики по поводу того, что у нас в КИМах было, характеристика КИМ и некоторые значения по поводу того, какие задания у нас немножко западают. Стандартно уже несколько лет экзамен по информатике состоит из двух частей. Первая часть – это 23 задания, где нужно записать, точнее, правильный ответ. То есть тестовой части, в принципе, уже давно нет. Во второй части содержится 4 задания с развернутым ответом, где учащийся должен сам написать некоторые пояснения, программы и так далее. Ну, подробнее чуть позже скажу. Если говорить по первой части, то нужно отметить следующее, что больше всего проблем возникает с заданиями номер 18. Это, собственно, знание основных понятий и законов математической логики. По результатам экзамена с этим заданием справилось менее 30%, учащихся 29,76%. Также затруднение вызывает задание номер 19, это работа с массивами, балл выполнения 24-25. Задание номер 21, умение анализировать программу, используя процедуры и функции, 35-59. И 23 стандартное сложное задание, но из года в год вызывает достаточно большое количество трудностей. Это умение строить и преобразовывать логические выражения. Собственно, показатель 24-57. Что касается второй части, по-прежнему там 4 задания. Первое задание из второй части – это умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки. Балл выполнения этого задания из года в год растет, потому что прочитать готовый код и как-то его проанализировать все-таки более-менее научились. Процент выполнения 48-56. Чуть меньше процент выполнения, достаточно низкий считается, это умение написать короткую 10-15 строк, простую программу на выбранном языке программирования, 34-33. 26 задание, третье во второй части, умение построить дерево игры и сделать какой-то вывод. Его, кстати, чаще всего выбирают, в силу того, что даже если не умеешь программировать, его можно сделать. Процент выполнения 44-25. Ну и больше всего проблем, и самый низкий, соответственно, показатель среди всех заданий, это задание номер 27, последнее, умение написать большую достаточно программу, 30-50 строк, ну и проанализировать предложенную ситуацию. Из результатов всего экзамена можно сделать вывод, что больше всего западают как раз темы, связанные с алгеброй логики, особенно те части, где нужно более детальный какой-то разбор и более глубокие знания. И много достаточно проблем вызывает задания, связанные так или иначе с программированием, при том как легкие задания, так и задания посложнее. Поэтому, опять же, хотелось обратить внимание, что без дополнительных часов и без программирования получить высокий балл, к сожалению, достаточно сложно. Если говорить о типичных ошибках при ответе на вторую часть, к сожалению, первую часть проанализировать сложно, потому что комиссия вообще не имеет данных по этому поводу, я могу только основываться на общей статистике и на, так скажем, информации от коллег, от своих учащихся. В первой части большинство ошибок, кстати, связаны, как правило, не столько и не только с незнанием информации, алгоритмов каких-то решений, да, а с невнимательным прочтением и невнимательным счетом при решении заданий. Что касается по второй части, здесь можно более детально говорить про ошибки, потому что комиссия при проверке такую статистику ведет. Задание номер 24. Самые частые ошибки – это неумение выполнить трассировку программы, то есть выдать ответ при заданных входных данных. Опять же, неверный ответ на второе задание – это невнимательное прочтение заданий. Элементарно очень много ошибок, когда просится в задании привести четырехзначное число, ребенок приводит в целом верное число, но не четырехзначное, например, а трехзначное. Соответственно,
Какие еще ошибки бывают? Пытаются исправить ошибки, которые не являются алгоритмическими, то есть пытаются поставить, например, в Паскале в последней строчке, ну, в некоторых строчках, точнее, там точки с запятыми, где не надо, тип данных попытаться исправить. Они не являются алгоритмическими, но их пытаются исправить. За это, соответственно, тоже идет снижение баллов. Задание 25. Тут ошибок не так много, но они все-таки встречаются. Это неверная проверка условий. Часто попадаются на неправильные трактовки фраз «не более», «не менее» и так далее. Да? Самая частая ошибка, с которой, кстати, часто приходит еще и на апелляцию, к сожалению, апелляции подобного рода не удовлетворяются по ряду причин: отсутствие или неверная инициализация искомой характеристики. То есть это обязательно должно быть, без этого, собственно, задача на полный балл оценена не будет. Ну и в том году и в этом году было задание, когда нужно было найти характеристику и заменить какие-то элементы на эту характеристику, изменив массив исходный. Вот как раз ошибка отсутствие замены, то есть выводили результат на экран, не меняя сам массив. 26-е задание. Достаточно много ошибок, связанных именно с арифметическими вычислениями, какие-то неправильные выводы по правильному дереву, то есть полное дерево игры строится, но вывод делается неправильный. Ну и, соответственно, невнимательное прочтение задания, в частности, в третьем задании требуется именно дерево, построить дерево игры, не объяснять словами, не пытаться склеивать какие-то отдельные кусочки дерева, а именно целое дерево. Ну и 27-е задание, здесь классифицировать ошибки достаточно сложно, потому что задания разные бывают. Ну, в данном случае, в этом году ошибки основные были следующие, что отсутствовали определенные проверки. Неверный поиск парного элемента для того, чтобы выполнялось свойство кратности, например. Да, отсутствие проверки порядка элементов, неверная обработка элементов кратных заданным числом и так далее. Это основные, так скажем, моменты по второй части. Так, насколько я видел, там был вопрос насчет компьютерного ЕГЭ. Я на самом деле не могу точно по этому поводу сказать, но те собрания с представителями ФИПИ, которые были, представители заявляли следующее, что на данный момент разработаны обе модели как без компьютерного ЕГЭ, так и компьютерного ЕГЭ. И ну, они не решают, когда оно будет введено, но, как они сказали, в любой момент, как только нам скажут, что давайте будем проводить компьютерно, они могут модель эту предоставить. А когда оно будет, ну, к сожалению, опять же, никто ничего по этому поводу не говорит. Вот. Что касается дополнительных курсов и каких-то моментов, где как можно обучить там, и преподавателей, и учащихся. Здесь можно сказать следующее, что, во-первых, для учителей, насколько я знаю, во второй половине, точнее, ноября будет проводиться курс по, так скажем, помощи, как обучать детей ЕГЭ, каким образом оценивают эксперты и на что обращать внимание при написании как раз заданий второй части. Для учеников есть у нас, кстати, этот курс будет проводиться на базе КРИРО, также есть курсы на базе РИЦОКа для детей, куда можно, собственно, записаться и ходить. Ну и кроме того, есть еще много других площадок, в рамках которых можно дополнительно, например, изучать программирование, те же IT-кубы. У нас в городе второй год уже работаем, Яндекс.Лицей и так далее. То есть различные площадки, которые напрямую не связаны, так скажем, со школьным образованием, но как доп. Образование есть неплохие моменты, где можно обучаться. Ну и то, о чем сегодня говорили, достаточно много есть площадок, которыми ребята могут пользоваться самостоятельно, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, ну и другие, которые были представлены, и, собственно, другие. Да. Я класс учил. Да, то есть сегодня много чего было сказано по этому поводу, поэтому вот, можно пользоваться. Да. В принципе, у меня на этом все. Если есть вопросы... Еще там есть вопрос, может быть, не вопрос, а такой проблемный вопрос, вот этот вот, что 1 час в неделю, 12 заданий. Все остальное я про то и говорю, что на самом деле логика, так скажем, вот в ГОС то, что сейчас внедряется, и то количество часов, которое есть, и я прекрасно знаю, с коллегами общаюсь, то есть при 1 часе в неделю, который предполагает в ГОС почти во всех параллелях, грамотно, полноценно преподать программирование, я считаю, невозможно. То есть ребята вынуждены заниматься дополнительно. Хорошо, если в учебных заведениях есть доп. Часы какие-то,
и учителя могут, так скажем, вести какой-то спецкурс по программированию, но во многих школах такого нет, и ребята вынуждены либо ходить к репетиторам, либо посещать дополнительные занятия вне учебного заведения. К сожалению, я не могу отвечать за логику тех, кто нам говорит, как, что вести. То есть я лично за то, чтобы количество часов у нас определенное было, был дополнительный курс там, по программированию, потому что это не только важно для ЕГЭ, но и в целом, наверное, для будущего, скажем, трудоустройства, для профориентационной деятельности в том числе. Потому что не секрет, что программирование достаточно сильно развивается, у нас много IT-компаний, которые готовы брать умных детей в этом плане. Поэтому я за то, чтобы программирование было больше, и часов на это дело, соответственно, было больше. Коллеги, прошу в чате откликнуться, плюсик поставить, у кого есть дополнительные часы, кружок по информатике, по программированию. Да, ну, я со своей стороны могу сказать, что я плюсик бы поставил. У нас Ты бы поставил? Ну, потому что я представитель физмат-лицея, у нас пока что... За физмат-лицей я ставлю плюсик. Да, худо-бедно пока часы отвоевывают. То есть если говорить про основные часы, они, конечно, были сокращены в рамках ГОС, вот как оно есть, но пока дополнительные часы элективных курсов, они есть. Кроме того, у нас есть часы для, так скажем, олимпиадных задач. Но вот в остальных школах, общаясь с коллегами, я знаю, что ситуация далеко не так хороша, наверное. Ну вот 4 плюсика есть, и у остальных множество много минусов. Да, это на самом деле лично меня печалит, потому что вот как быть в этой ситуации, потому что на самом деле, если смотреть статистику, баллы за программирование вот, в общую копилочку дают достаточно хороший процент. То есть если есть программы, где можно, так скажем, на общей эрудиции просто прочитать код и дать ответ правильный, то есть задания при этом, где без дополнительных знаний по программированию очень сложно. То есть, опять же, вот задание с функциями, которое было озвучено. Вторая часть, собственно, во второй части 3 задания из 4 – это программирование. Поэтому, да. Коллеги, у нас 52 участника, высвечивается у меня информация, а плюсики поставили всего лишь 10, 12 человек. Где остальные? Покинули наш семинар. Но будем отслеживать, очень строго отслеживать участников. Пожалуйста, кто еще не поставил плюс или минус, давайте поставьте. В принципе, вот в некоторых школах есть. Да, это радует, да. Есть все-таки дополнительные задания. Здесь уже как бы и, наверное, пожелание, может быть, самого педагога. Как правило, у нас и учителя информатики в том числе перегружены основной нагрузкой. Это да. И, может быть, даже времени не хватает на то, чтобы взять дополнительные часы, хотя они, может быть, и есть. Коллеги, вопросы, если есть, пожалуйста, вот у нас в вопросах один вопрос. А можно про новые технологии когда-то поговорить? Да, конечно, мы будем говорить еще об этих технологиях, я думаю, не раз. Сейчас очень много вебинаров проводится в этом направлении. Наверное, в следующий раз, что-то я сейчас не захватил, я на следующее заседание или разошлю по почте вам ссылочку на вебинары, которые прошли в прошлом году, именно вот как раз по вот этим всем технологиям. У кого будет время, можно будет посмотреть. Коллеги, если вопросов нет, мы тогда Александра Максимовича отпускаем. Я думаю, что если будут возникать вопросы, его можно всегда найти. Кстати, я рассылочку, когда делаю вам по почте, там все электронные адреса всех участников нашего республиканского метода объединения есть, вы можете их использовать. Если есть желание, я могу, наверное, может быть, даже выслать все контакты. Хотелось бы добавить, курсы, которые будут в ноябре, скорее всего, буду вести их я, поэтому если будут пожелания разбора каких-то конкретных заданий, собственно, при записи на курс озвучить эти пожелания, я уделю определенным заданиям больше времени. То есть понятно, что основной акцент будет на те задания, которые вызывают больше всего трудностей, на вторую часть, как их правильно оформлять, как детям лучше это объяснять и доносить. Да, в чате 27 это само собой. Вот. Курсы будут проходить, насколько я знаю, в КРИРО, не онлайн, то есть надо будет приезжать. Вот. Соответственно, будет у нас живое общение. Я не знаю, можно, наверное, рассмотреть какие-то варианты в плане онлайн-курсов. Я, на самом деле, в этом плане готов онлайн-курсы вести, если будет такая возможность и необходимость.
Но курсы, которые планируются в ноябре, насколько я знаю, они будут здесь, именно на базе КРО присутствованы. Я, честно говоря, не знаю. То есть, ну, я знаю, что примерно сроки, по-моему, 19-21 планировалось. Если вот бесплатные, то можно. Вот. А в плане оплаты и все остальное я, честно говоря, не знаю. Поэтому, если будут пожелания, вопросы, мой адрес, я так понимаю, тоже в списке рассылок будет, поэтому можете мне написать, можете при подаче заявок на курсы какие-то пожелания озвучить. Коллеги, мы выясним, если это курсы на платной основе, то тут как бы проблема. Если курсы... В том году, по-моему, они были платные, в этом году я, честно говоря, не знаю. Поэтому, если они платные, то тут проблема с онлайном. Если это на бесплатной основе, 3 дня онлайн, конечно же, организуем. Коллеги, был вопрос по ОГЭ. ОГЭ мы перенесем на следующее заседание, поэтому вопросы по ОГЭ рассмотрим на следующем заседании Республиканского методического объединения. Так, и кто-то спрашивал, за что плюсики ставили. Плюсик ставили те, у кого есть дополнительные часы на программирование. Или это кружок, или может быть факультатив. Вот по этому поводу плюсики ставили. Спасибо большое. До свидания. Коллеги, мы заканчиваем. И последний вопрос. Вопрос у нас по... Нам надо организовать совет Республиканского методического объединения Республики Коми учителей информатики. Я тоже давал рассылку. В рассылке, вернее, писал, чтобы вы выслали свои предложения. Предложения кое-какие поступили, и, в общем-то, вот сейчас на экране состав совета учителей информатики. Можно с ним познакомиться. Ну, вот меня как бы назначили председателем. Гусарова Любовь Ивановна, это учитель информатики школы номер 21 города Сыктывкара, сопредседатель. Ну и члены совета, это Ваулина Елена Юрьевна, она сегодня выступала секретарь, Канева Ольга Васильевна, представитель города Ухты, школа номер 19, Зайкова Анна Вадимовна, школа номер 3 Усинск, Курдюкова Екатерина Георгиевна, это заместитель директора Центра развития образования города Сыктывкара, и Конов Андрей Борисович, наверное, многие его тоже знают, он частый участник наших мероприятий, но, к сожалению, занятость, он поменял место работы и в связи с занятостью не всегда сможет присутствовать на наших мероприятиях. Так, хорошо. Ольга Васильевна, мы исправим. Не знаю, почему-то в наших данных школа номер 10, школа номер 19. Исправим на школу номер 10. Коллеги, кто за этот состав, прошу проголосовать и в чате написать «за». Так, мало за, 50 участников. Да, значит, 5 человек у нас здесь еще есть, кроме меня, еще 5 за. В какой-то школе там тоже 6 человек присутствовали, не забудьте поставить 6 за. Итак, состав совета у нас выбран, надеюсь на плодотворную работу. По планам. План работы на год верстается. Следующее заседание мы постараемся все-таки рассмотреть по ОГЭ, результаты ОГЭ и, так сказать, ошибки разобрать. Ну и это ближайшее мероприятие, которое нас всех ждет, это предметная олимпиада по информатике. Сейчас уже, наверное, прошел школьный этап, приближается муниципальный этап. И на ближайшем заседании, наверное, где-то в начале ноября мы проведем вебинар как раз по этой теме. Это муниципальный этап олимпиады, Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Коллеги, начало ноября. Начало ноября это будет, скорее всего, на начало ноября у нас уже на следующей неделе. На следующей неделе. Еще у нас из мероприятий 1 ноября многие учителя информатики, наверное, занимаются робототехникой, межрегиональный дистанционный турнир по ЕВ-3 будет проходить на базе КРИРО, поэтому
Кто еще не подал заявку, у вас есть возможность еще до 30 числа подать заявку и принять участие в соревнованиях. Спасибо всем за внимание. До следующих встреч. До свидания.